Инту с рабочим визитом посетили заместитель председателя правительства Республики Коми Сергей Емельянов и министр культуры и архивного дела региона Марина Бурмистрова. Представители республиканской власти побывали практически во всех учреждениях культуры и спорта Приполярья, пообщались с руководителями организаций и встретились с главой округа. Уже несколько лет коллектив Центральной библиотеки мечтает сделать учреждение мультифункциональным культурным центром. Благодаря национальному проекту «Культура», который с января этого года интегрирован в состав национального проекта «Семья», тысячи модельных библиотек уже открыты по всей России, в том числе и в разных муниципалитетах Коми. На капитальные ремонты, покупку мебели и оборудования выделяются государственные средства. Модельная библиотека – это интеллектуальный образовательный центр, сочетающий красивый дизайн, функциональность, удобство и современное техническое оснащение. От привычной библиотеки остается только название и основная часть фонда. Все остальное претерпевает глобальные изменения. Для того, чтобы учреждение приняло участие в проекте по созданию модельной библиотеки, необходимо придумать концепцию модернизации библиотеки и подать заявку на участие в конкурсном отборе. Сейчас вот у нас есть хотя бы дизайн-проект, в таком виде, концепция, то сейчас ускоримся, попробуем обсчитать это дело. А что нет муниципальной службы никакой, которая? Есть. У ЖКХ есть? Есть. У нас еще другая проблема. Это картинки, которые нам нарисовали студенты, и это не дизайн-проект в полной бумаге, когда расчеты и так далее. Нам сейчас сначала нужно найти дизайнера, который будет готов это все обсчитать, вообще расписать, что расписать это такое. По материалам, расписать по материалам, да. Что за стул, что за стол. Да, совершенно верно. А потом уже служба муниципальная, допустим, ремонтная работа нам обсчитали. Вот мы в поисках дизайнера. Во время визита в Инту временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольштейн поставил правительству задачу в 2026 году сделать Центральную библиотеку модельной. Она должна быть оснащена современной мебелью и оборудованием, чтобы творческий коллектив учреждения смог стремиться к постоянному улучшению сервиса и услуг. Только сейчас сделан проект библиотека, и мы сегодня с утра этот дизайн-проект посмотрели. Следующий шаг – это проект строительный, который тоже библиотека вместе с городом должна подготовить. И дальше мы уже этот объект имеем полное право и все возможности заявлять на программу модернизации. Поэтому вот здесь одному Богу известно, почему так затянулся процесс подготовки проектной документации, но очень хорошо, что он выходит уже на финальный этап. Интинский краеведческий музей, созданный еще в 1969 году, тоже старается не стоять на месте и идти в ногу со временем. Учреждение состоит из нескольких экспозиционных залов, замкнутых в единое кольцо. На выставках представлены экспонаты, рассказывающие о природно-климатических особенностях района, времени и способах заселения его территории, культуре и основных занятиях местного населения с древних времен и до наших дней, о социально-политических преобразованиях в округе, его трагической истории, связанной с периодом репрессий. В рамках реализации различных программ и проектов в учреждении регулярно проводятся ремонтные работы, обновляется материально-техническая база. На минувшей неделе в фондохранилище учреждения привезли новые стеллажи для хранения музейных предметов и коллекций. Начался процесс их сборки. Уже скоро фонды музея разместятся на полках современного оборудования. В ходе визита заместитель председателя правительства Республики Коми Сергей Емельянов и министр культуры и архивного дела региона Марина Бурмистрова посетили музей истории политических репрессий, который находится в водонапорной башне. В 1954-м было построено, все абсолютно настоящее, да. Строили ее только в летние сезоны, 2 летних сезона, лето 53-го, лето 54-го, она была построена за 7 месяцев. Практически handmade. На 54-й год в Инте не было ни одного подъемного крана, собственно, поэтому, да, строили вот так вот, интересно. И высота башни 54,4 вместе со шпилем, для сравнения, статуя Свободы в Нью-Йорке 46, наша башня повыше. И это самое первое в Советском Союзе высотное здание, которое было построено в условиях вечной мерзлоты. Строилась она в тот период, когда Инта была уже в системе ГУЛАГа. Не знаю, успели за 10 минут вообще что-нибудь рассказать вам про ГУЛАГ, но наш город, он строился заключенными практически полностью.
Музей истории политических репрессий в водонапорной башне открылся для посетителей 4 октября 2014 года, в день 60-летия города. Экспозиция первого яруса рассказывает об истории строительства Инты и его символа, о судьбах политзаключенных, архитекторов, проектировщиков, строителей. Представлены подлинные предметы быта и личные вещи заключенных. Здесь же располагается комплекс, в котором находятся образцы печатных изданий с изображением башни, как общепризнанного символа города, а также макет этого инженерного сооружения. Под нами находится артезианская скважина, она сейчас законсервирована. И она долгое время работала, но теперь в ней нет необходимости, потому что снабжала она всего рабочий поселок и 2 первые улицы нашего города. Вот, теперь, естественно, есть центральное водоснабжение, да, и сотрудники музея добились своей цели, долго зрел этот проект, долго не давали денег, чтобы сделать здесь музей истории политических репрессий, но в конечном итоге вот музейным сотрудникам это удалось сделать. И это единственный в мире музей истории политических репрессий, который находится в водонапорной башне, как бы это смешно ни звучало. В водонапорных башнях они красивые очень есть, да, и это готический стиль, есть неоготики очень много красивой, и в них что угодно делают, и рестораны, смотровые площадки, гостиницы, да, развлекательные центры. Вот у нас это единственный в мире музей. Да. И Инта еще, если взять Республику Коми, да, то Инта имеет такое отличие. Из Коми республика, она огромная, да, но в ней всего 10 городов. И только Инта не имеет герба. У нас эмблема, нам герб не дали. Как вы думаете, почему? Единственный город Республики Коми. Без вариантов. Вы об этом знаете, просто забыли, да, есть такая наука геральдика, да, она изучает символику государства, города, и у геральдики на самом деле очень жесткие правила. Мы нарушили самое первое, самое важное геральдическое правило. Итак, по правилам геральдики нельзя на гербы помещать реальные архитектурные объекты. Ну, знали, наверное, слышали, да, вот, и поскольку у нас это вот выглядит так наша эмблема, похожа на герб, да, ну, и... Московские районы там, Останкинская башня, например, в Останкинском. Нет, я думаю, что для городов. Для городов, да, районы другой. Ну, я думаю, что это, во-первых, не герб, а у районов нет герба. Да, это, скорее всего, да, просто отличительный знак, наверное, какой-то, да. Вот, нельзя, но поскольку понятно, что у нас водонапорная башня, да, нам герб не дали, чему мы абсолютно не расстраиваемся. Ну, половина интинцев вообще не знает, что у нас эмблема, а не герб, да, а вторая половина абсолютно не расстраивается, потому что обладает чудом, собственно, да. Вот, очень любят нашу башню, фотографировать, миллион фотографий в интернете, она красива и в любой сезон, собственно, да, и вот, является символом нашего города, и очень много туристов, которые приезжают, смотрят на нее. Раньше приезжали из-за рубежа, но это, видимо, были потомки тех людей, к сожалению, поколение уходит, да, которые здесь отбывали срок, поэтому такая достаточно востребованная была именно вот тем поколением. Ну, а сейчас это туристы, которым интересна история нашего города. Интинцы просят отремонтировать символ города. Наверху кирпичи разрушаются и осыпаются. Чтобы сохранить исторический объект, необходимо срочно разработать проектно-сметную документацию, изыскать средства и найти специалистов, которые смогут привести интинскую достопримечательность в порядок. Люди, конечно, очень жалуются. Вот. Башня у нас является объектом культурного наследия. Понятно, что это особые требования к этому объекту. Вот. Охранное обязательство нами с управлением по охране объектов культурного наследия подписано. Вот. Поэтому по плану мы уже подготовили план, да, совместно с управлениями, в охранном это написано, что в 2026 году мы будем делать проектно-сметную документацию. Это мы знаем по 73-му ФЗ, что это особые компании. Научно-проектную, да, совершенно верно. Особые компании, которые имеют на это лицензию. Вот. Ну и потом, как дальше уже будем смотреть. Вообще по плану стоит 28-й год, конечно, но там будет видно, сколько все это будет стоить, потому что все это очень и очень дорого. Республиканские почему-то не выходят. Я написала очень много да. писем, никто не отозвался на создание проекта. Ни Воркута, ни сертификат. Я опять вышла на Артрус, который в Санкт-Петербург нам делал памятник Ленину. Да, вот нам сказали, что помогут в составе документацию сделать на это и на памятник Кирова. Потому что памятник Кирова нам тоже будет надо памятник Кирова нам разрешили управление чуть попозже, все-таки там он еще стоит, памятник. А вот этот, конечно, надо. Это надо, да, сделать, потому что это очень страшно. Высотные работы. Проектируйте, будем смотреть, сколько это будет стоить. Да. Высотные работы. Причем это вот как-то
последние 2 года только стали очень сильно прямо падать, так держались. Но, видимо, все равно приходит эта Ну, конечно, негодность конечно. на высоте, и эти морозы. Нет, хотя мы дождь, и сделали всё водосток, это. мы сделали. Мы сделали водосток, трубу по-другому сделали, чтобы можно было ее чистить. Мы тоже все это сделали. То есть туда подали кирпичи, была узкая труба. Сейчас мы сделали более широкую, и вот как бы у вас есть возможность чистить. Там все равно собирается вода, впитывается в кирпич, и весной, зимой замерзает, а весной все это. Да, распирает. Ну, И выветривается. в общем-то, у нас дома такие есть, которые Да. тоже это рушатся и падают. Хотя вроде все швы Ну, пройдены. там самый-самый Это верхний именно вот уровень, самый- где идут самый, да, зубцы. верх. Оно зимой даже, знаете, инеем покрывается белым. Оно вроде как красиво, но для нас это прям боль, потому что это влага накопившаяся. Да. Ну, единственный такой объект. Хорошо, который- ну проектируйте. Да, После проекта уже безусловно. будем Да. садиться и думать, Конечно, да. как с этим дальше жить. Лишь бы с проектом получилось, потому что, говорю, вот очень Артур плохо, что сделает. не выходят Ну, конечно, именно вот получится. такие Местные, да. местные не выходят. А нет да. мест, особо нет мест. У кого Сыктывкаре есть? мне Павлюша много дал. Ну да, но они все там по 1,5 человека, по 1,5 землекопа в этих Мгм. компаниях. Ну, Артруз, конечно, вот с Лениным нам очень хорошо Они прям отработали, качественно да, сделали. прям вообще такие молодцы. Благодаря национальному проекту «Семья», республиканским программам «Наказы избирателей», «Народный бюджет» открываются новые возможности и горизонты детской школы искусств. В музыкальном отделении появился виртуальный концертный зал, приобретены современные инструменты, проводятся ремонтные работы. Максимально комфортные условия создаются для учеников художественного и хореографического отделений. Кипит творческий процесс и во Дворце культуры и техники. Многочисленные юные и взрослые артисты выступают на разных сценах города и за его пределами. Практически все коллективы являются призерами всевозможных конкурсов. Интинцы с радостью приходят на концерты, спектакли, детские дискотеки, которые проводятся в учреждении. В 2018 году во Дворце культуры открылся кинозал. Поначалу он пользовался огромным спросом у населения. Сейчас интерес немного спал. Почему меньше идут? Возможно, потому что меньше стало фильмов таких зарубежных, во-первых, фильмов, да. Дисней ушел, все. Да. Сейчас в целом кино меньше. Поэтому мало ходят. Но за счет кино хорошо бюджет поднялся? Это, конечно, это круглогодично. Да. Да. И всегда есть маленький заработок, чуть-чуть, но есть. Ну, кино «Пушкинская карта» в самом. Да, у нас Пушкинская карта хорошо работает. Ну сколько кино в год дают? Помнишь? Я сейчас не могу сказать. Ну, 5 миллионов дает? Нет. 5 нет? Нет. Вначале Город было маленький. где-то 1,5 миллиона. Уже совсем скоро Дворец культуры и техники отметит юбилейную дату. Учреждению исполнится 80 лет. Творческий коллектив мечтает получить в подарок современный светодиодный экран стоимостью чуть меньше 10 миллионов рублей. Все учреждения культуры живут творческими сезонами. И у Дворца культуры и техники будет юбилейный творческий сезон, который начнется в сентябре, а закончится в июне. Поэтому вот в этот творческий сезон мы обязательно такой подарок сделаем. Вот правительство региона Дворцу культуры и техники. На сегодня удалось побывать в каждом, да, специально работу выстроили настолько активно. Были сегодня и в Доме культуры, и в библиотеке, и в музеях, в том числе в уникальном музее, единственном в мире, который находится в Однопорной башне, да, абсолютно потрясающее внутри пространство, вдохновляющее. Чувствуется очень вклад сотрудников, как они вкладываются в каждое учреждение культуры. И поэтому я считаю, что если при общей слаженной работе сотрудников, руководства учреждений культуры, управления культуры города и муниципалитета, да, при абсолютно слаженной командной работе можно добиться впечатляющих результатов. Коллектив Дома культуры «Октябрь» в микрорайоне Южный надеется, что будет оказана поддержка и в ближайшем будущем приведут в порядок фасад здания. По предварительным подсчетам, новая штукатурка стоит около 4 миллионов рублей. В этом году по проекту «Народный бюджет» запланирован ремонт крыльца. Везде много и каких-то больших успехов по республике, и каких-то таких тоже больших проблем на самом деле. Поэтому Инта здесь не исключение. Есть очень успешные практики, которые здесь всегда присутствовали. И здесь прекрасно работает Дворец культуры и техники, прекрасно работает библиотека. Мы сегодня видели спортивные объекты, которые тоже живые, в них занимаются большое количество горожан, детей. Это все, конечно, очень правильно и перспективно, но все эти объекты, конечно,
во многом требуют и республиканского, и с помощью республики федерального внимания, поэтому мы, конечно, будем сейчас вместе с городской администрацией строить для себя планы на несколько лет, какой из объектов в какой год мы будем в программу модернизации включать. Проблемы были озвучены, и чтобы их решить, как я уже сказала, нужна слаженная работа не только и сотрудников учреждений, руководства муниципалитета учреждений культуры. Мы проговорили это все с коллегами и в дальнейшем, в ближайшее время расставим приоритет, потому что, к сожалению, нет такой волшебной палочки, чтобы помочь всем. Хочется, конечно, прийти сразу, чтобы всем раздать и экран, починить и фасад, и крыльцо, и залы отремонтировать, и кинотеатры сделать по запросам, танцевальный зал жителям. Но, к сожалению, пока такой волшебной палочки нет. Поэтому мы совместно с руководством города, с коллегами, и с руководителями учреждений культуры выстроим диалог, куда нам правильнее, куда нам нужнее расставлять приоритеты. Когда коллеги разработают и проектно-сметные документации, мы дальше подключимся к включению, к тому, чтобы сделать жизнь интинцев более комфортной. Потому что, конечно, когда город будет жить, как я вчера в Воркуте это говорила, город будет жить тогда, когда живут учреждения культуры, когда все учреждения культуры, библиотеки и дом культуры, музей являются точками притяжения, когда они не пустуют, а когда жители сами хотят, не потому что их классный руководитель кто-то заставил, потому что сами, когда дети, молодежь, взрослые хотят свободное время вместе со своими детьми, со своими семьями, с близкими людьми проводить в учреждениях культуры. Тогда город будет жить. Во время осмотра социальных учреждений Сергей Емельянов и Марина Бурмистрова побывали в интинских спортивных школах. В юности необходимо отремонтировать кровлю, которая протекает на стыке двух зданий, и модернизировать вентиляционную систему в плавательном бассейне. Проблема с крышей, да? Течет? Течет. Основное место примыкания вот здесь. Это здание, два здания получается. Бассейна и основного зала. И вот на примыкании двух зданий, там у нас протекание идет сильное достаточно. Но сейчас мы провели текущий ремонт. Не знаю, насколько долго. Это запроектировано? Да, проект есть. 14 минут. Но только ремонт по проводу. Смета. Нужен проект. Зайти в программу. Проекта нет. Проекта нет. Слышите, у нас проекта нет. На вентиляцию. У нас, смета только на крышу. Ну, что ПСД. Да, поэтому мы нам и надо делать, занимаемся. что, да. Нет, у вас не ПСД, у вас сметный расчет. Сметный расчет. А нужно ПСД. Да. А уже заказали? Для того, чтобы войти туда, надо... Мы же без ПСД не зайдем в программу с вами, понимаете, да? То есть мы хотим сейчас зайти с Печорой, с дворцом Кулакова, но они сделали ПСД на 57 или на 58 миллионов рублей комплексно там. Неправильно проконсультировали, поэтому мы полностью были уверены, потом уже Светлана Юрьевна приехала и как-то все нам объяснила уже там. А в бассейне вентиляция? Вентиляция, да. Ни для кого не секрет, что год постройки нашего спортивного комплекса по улице Лунина, 7, это спортивная школа и юность, 1970 год. И вот уже, наверное, последний ремонт кровли был в начале 2000-х годов. И, естественно, сегодняшнее состояние ее требует проведения капитального ремонта. Кроме того, функционирование как плавательного бассейна, так и спортивных залов, оно также требует того, чтобы система вентиляции, которая была в те же года установлена на комплексе, была модернизирована. Вот, собственно, сейчас мы над этой проблемой и работаем, готовим документы, проектно-сметную документацию, прохождение различного рода государственных экспертиз для того, чтобы была возможность попробовать зайти в программы федерального, в том числе финансирования, для того, чтобы выполнить эти виды работ на спортивном комплексе «Юность». Знаю, что опять же сейчас город будет заказывать проектную документацию для того, чтобы эти работы мы смогли профинансировать. Как только город их сделает, мы собираемся профинансировать для начала ремонт кровли, чтобы все остальное тоже было возможным к исполнению. Потому что мы хотели и внутреннее какое-то немного оснащение, и ремонтные работы подправить, и вентиляцию поменять в бассейне. Поэтому начнем с кровли, дальше будем пошагово действовать.
Спортивная школа «Интинская» приступила к подготовке летней ремонтной кампании. Традиционно намечен план проведения работ во всех подведомственных объектах. Напомним, это большой спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс, на одной территории которого находятся спортивные и тренажерные залы, плавательный бассейн, хоккейный корт имени олимпийского чемпиона Виктора Жлуктова, баня с сауной и лыжная база. Ежегодно коллектив спортшколы старается обновить как помещение, так и прилегающую территорию на улице, чтобы в новом сезоне встретить спортсменов и любителей физкультуры в уютном учреждении. Обычно тренажерные, атлетические и спортивные залы открываются к началу нового учебного года. Плавательный бассейн и хоккейный корт во второй половине сентября. В отличие от спортивной школы «Юность», на Интинской у нас уже начался сезон подготовительный к новому учебному году. Начались ремонтные работы, завезен инвентарь для того, чтобы и строительные материалы для того, чтобы начать в рамках проекта инициативное бюджетирование, ремонт спортивного зала в спортивной школе «Интинская». Этот проект тоже давно назревал, эти виды работ требовались нам для того, чтобы обновить и покрытие пола в спортивном зале, и стены обновить, сделать их более травмобезопасными для наших как юных спортсменов, так и взрослых, кто приходит к нам в спортивном зале заниматься. Поэтому потихонечку вот такие ремонтные работы уже начинаются. В ходе визита Сергей Емельянов и Марина Бурмистрова также побывали в храме Святой Троицы, в Центре национальных культур, прогулялись по городским улицам и были приятно удивлены чистыми и благоустроенными общественными территориями Приполярья. В Инте я первый раз встретила, конечно, солнцем. Знаете, в Печи мы вчера сразу же с самолета прогулялись по городу, по ночному городу. Да, сегодня мы с 8:30 ездим по городу, ходим пешком, да, мы открыть машину, потому что хочется именно видеть и проходить через все и центральные улицы, и не только центральные улицы. Очень-очень чистый город. Я надеюсь, что это, конечно, сделали не к нашему приезду, но это правда бросается в глаза. Чисто везде, где бы мы ни заходили, и в поселке Южный были, и по дворам проходили. Чувствуется, что интинцы любят свой город, чувствуется везде ухоженность, чистота, да, и бывает даже удивительно, что в отсутствии миллиардных бюджетов для города, действительно, да, не самый богатый город нашей страны, в отсутствии огромных бюджетов город очень уютный, чистый, зеленый, очень здесь комфортно, уютно и хорошо. Я люблю Инту, мне кажется, это очень уютный, ухоженный город, который правильно построен архитектурно, который имеет несколько интересных архитектурных жемчужин, особенностей, который построен просто как город изначально. Очень зеленый, довольно чистый, приятно. Я вчера просто погулял, когда приехал из Воркуты на поезде, поэтому я этот город отношусь к нему с теплотой. Программа рабочего визита в Инту заместителя председателя правительства Коми Сергея Емельянова и министра культуры и архивного дела Республики Марины Бурмистровой была насыщенной. Перед отъездом региональные чиновники встретились с главой округа, руководителем администрации Григорием Николаевым. В ходе совещания представители местной и республиканской власти обсудили решение проблемных вопросов по каждому учреждению культуры и спорта.